У нас есть таблица, которую нам необходимо дозаполнить. Первый столбец таблицы – порядковый номер, здесь уже стоит единица. Если мы выберем ячейку с единицей и потянем за ее правый нижний угол, например, вниз, то ячейка скопируется на все выделенные нами ячейки. Это работает и при протягивании в другие стороны – вправо, вверх или влево. Но у нас несколько иная задача, нам необходимо поставить порядковые номера, а не скопировать один и тот же номер. Для того, чтобы это реализовать, давайте зададим для таблицы шаблон и поставим еще одну цифру. А теперь выделим две ячейки и за правый нижний угол протянем вниз. Автозаполнение произошло в соответствии с тем шаблоном, который мы задали. При протягивании в другие стороны это будет работать точно так же, но если мы тянем вверх или влево, то мы двигаемся в противоположном направлении относительно нуля, то есть 0, минус 1, минус 2 и так далее. В шаблоне нам не обязательно использовать подряд идущие цифры. Мы можем поставить какое-то другое значение, например, тройку, и использовать эти две ячейки как шаблон. Давайте посмотрим на автозаполнение в таком случае. И мы видим, что ячейки заполнились в соответствии с заданным шаблоном, то есть последовательность цифр сохранилась. Давайте заполним столбец по порядку, начиная с самой первой ячейки. Для этого я создам подходящий для нашей задачи шаблон и протяну вниз. В следующем столбце у нас стоит табельный номер, который состоит из двух частей. Часть текстовая и часть цифровая. Давайте посмотрим, как автозаполнение сработает в данном случае. Протягиваю вниз и видим, что автозаполнение срабатывает корректно. Могу протянуть вниз до конца и по аналогии протянуть вверх для заполнения вышестоящих ячеек. Давайте проверим, сработает ли это, если мы поменяем местами текстовую и цифровую часть. Например, табельный номер будет выглядеть вот так. Если мы протянем вниз его, то он просто скопируется. Если мы зададим шаблон и протянем вниз, то, как мы видим, копирование происходит все равно по шаблону, а не в заданной последовательности. Следующие ячейки в нашей таблице текстовые, и при автозаполнении текстовых ячеек, когда мы будем протягивать их, в нашем случае вниз, они просто копируются. При этом, если мы выделим несколько ячеек, например, 2, и протянем вниз, то скопируются они обе, причем данная последовательность будет бесконечно повторяться, то есть они будут чередоваться вплоть до той ячейки, где мы остановились. Применительно к датам автозаполнение срабатывает следующим образом. Если мы протягиваем дату вниз или вправо, в каждой последующей ячейке дата будет на один день больше. Ну, соответственно, если мы будем протягивать вверх или влево, то на один день меньше. Если наша задача заключается в том, чтобы менять не день, а, например, месяц, то нам следует задать шаблон. Устанавливаем два одинаковых значения с разницей в один месяц. Выделяем их оба и протягиваем. Мы видим, что последующие изменения не затрагивают дату, меняется только месяц, причем как только мы доходим до декабря, следующий месяц будет январем, но уже следующего года. Аналогично и для года. Нам необходимо задать подходящий шаблон. Давайте вместо 50-го года здесь установим 51-й. Теперь у нас есть две даты, которые отличаются ровно на один год. Протягиваем вниз их. И далее автозаполнение указывает нам даты с интервалом в один год в каждой последующей ячейке на один год больше. Аналогично это будет работать и для ячеек с временем. При протягивании ячейки с временем изменяться будет час, в каждой последующей ячейке будет добавляться 1 час. Если мы хотим, чтобы последовательность была другой, нам необходимо создать шаблон. Давайте пропишем в эту ячейку разницу относительно предыдущей 30 минут. Теперь выделим обе эти ячейки и протянем вниз. В результате во всех последующих ячейках время также отличается от предыдущей ячейки на 30 минут. Для дней недели нам даже не потребуются никакие шаблоны, мы просто протягиваем ячейку вниз и видим, что ячейки заполнились днями недели в правильном порядке. То есть после понедельника идет вторник, далее среда и так далее. Как только мы доходим до воскресенья, далее у нас будет снова понедельник и снова по кругу. Аналогично это сработает и для краткого формата дня недели.
Еще один способ сделать автозаполнение. Давайте заполним в этой ячейке, например, единицу и еще раз пропишем порядковые номера. Выделяем ячейку и дважды кликаем по ее правому нижнему углу. Все последующие ячейки автоматически заполняются данными вплоть до конца нашей таблицы. Если единица нам не подходит, то по аналогии с предыдущими действиями создаем шаблон, выделяем две ячейки и дважды кликаем по правому нижнему углу выделенного фрагмента. Готово. Но это не сработает, если мы, например, попробуем проделать то же самое вот в этой ячейке. Почему так происходит? Таблица анализирует данные вокруг выделенной ячейки, находит последнюю строку и столбец. Мы видим, что вот здесь вот далее таблица нам не сделала автозаполнение, то есть 13, 14 и далее не прописано. И в соответствии с этими границами таблицы ячейки заполняются. Но так как вокруг этой ячейки у нас ничего нету, то и автозаполнение при этом не происходит. Но если мы удалим столбец M, и теперь между столбцами L, M нет промежутка, то автозаполнение сработает. Google таблицы умеют подсказывать формулы. Например, вот в этой ячейке нам нужно посчитать стоимость, то есть цену умножить на количество. Я ставлю знак равно, и я еще не успел ничего написать в ячейке, как мы получаем предложение подходящей формулы. Если она нас устраивает, нажимаем на ввод, и готова, формула написана. Теперь мы можем просто протянуть ее вниз. Давайте попробуем посмотреть то же самое на примере с итоговой строкой. Посчитаем общую стоимость вот здесь. Пишу равно. И автоматически мы видим, нам предлагают формулу суммы m, в латинице она называется сумм, с заложенным в нее диапазоном данных, который мы планировали суммировать. Нажимаю на ввод, и итоговое значение вместе с формулой попадает в ячейку. Еще один способ автоматического заполнения ячеек – это умное заполнение, оно же Smart Fill. Давайте вот в этой ячейке посчитаем стоимость, то есть цену умножим на количество, нажимаем на ввод и получаем подсказку с предложением заполнить последующие ячейки. Пока что они не заполнены, и мы можем от подсказки отказаться, нажав на крестик, или же согласиться, нажав на галочку, и тогда значения будут подставлены в ячейки вместе с формулами. Давайте посмотрим умное заполнение на более сложном примере. У нас есть таблица с данными по сотрудникам, и наша задача вот в этом столбце F прописать их фамилию и инициалы. Вот в таком формате. Заполним ячейку для первого сотрудника, прописываем его фамилию и инициалы. Нажимаем на ввод. Пока что подсказок нет. Давайте заполним еще одну ячейку. И этого оказалось достаточно, чтобы мы получили подсказку. Нам предлагают заполнить остальные ячейки по аналогии. Давайте с этим согласимся. И посмотрим внутрь ячеек этого столбца. Внутри ячеек появились не просто данные, а формула, то есть умное заполнение, проанализировало вводимые нами значения. На их основании была создана формула с соответствующими данными и подставлена в наши ячейки, причем в том числе в самую первую ячейку, которую мы заполняли вручную. В зависимости от сложности данных вам потребуется заполнить одну, иногда две, но иногда и большее количество ячеек.